So, as usual, first of all, right motivation. Так как обычно, вначале породите правильную мотивацию. Motivation to serve your mind, motivation to make the mind healthy, receive teaching. Получайте учение с мотивацией усмирить свой ум, с мотивацией сделать свой ум здоровым. In order to make the best method to make your mind healthy is a healthy way of thinking. Самый лучший способ сделать свой ум здоровым – это обрести здоровый образ мышления. So, in a worldly life, as we don't have philosophy, so we have so many unhealthy way of thinking. В повседневной жизни, поскольку у нас нет философии, у нас глубокой философии, у нас возникает множество видов нездорового мышления. Because this unhealthy way of thinking then make the mind unhealthy. И из-за этого нездорового образа мышления наш ум становится нездоровым. So, due to such wrong way of thinking, our mind feels jealousy, anger, attachment. All this come from unhealthy way of thinking. Из-за такого неверного мышления в нашем уме возникает гнев, зависть, привязанность и так далее. Все это возникает из-за нездорового образа мышления. If you have a healthy way of thinking, instead of jealousy, you will rejoice. А если у вас здоровый образ мышления, то вместо зависти вы будете сорадоваться. So, any people surrounding you, if they are happy, if they buy something new thing, if you are healthy way of thinking, there's really good reason to be happy for them. Если кто-то в вашем окружении рад, купил что-то новое, вот в действительности это для вас есть очень хорошее основание быть, то есть радоваться за этих людей. Unhappy for their happiness is a very unhealthy way of thinking. А расстраиваться из-за их счастья – это очень нездоровый образ мышления. This is very egoistic. You don't see, you see only yourself and thinking that I should be happy. Others should not be happy. Very narrow way of thinking. Это очень эгоистично, вы видите только себя, думаете, только я должен быть счастлив, а другие не должны быть счастливы. Это узкое мышление. As you want happy, everybody want happiness. Так же, как счастье хотите вы, другие хотят счастья. And most of them they are lacking happiness. И основную часть времени им не хватает счастья. So if you think that oh very good today they are happy for a very short time. И так, если вы так думаете, то вы скажете очень хорошо, сегодня на короткое время они счастливы. And this happiness will go very soon. Это счастье скоро от них уйдет. May this happiness never go. May they always be such happy. И пусть это счастье никогда их не покидает, пусть они всегда будут так счастливы. If you think such way, at that time you are doing real Dharma practice. Если вы таким образом думаете, то в это время вы занимаетесь духовной практикой. First you will be happy. Second, other will be happy surrounding you. Сначала вы будете счастливы, а второе, будут счастливы все люди, которые вас окружают. If you have an unhealthy way of thinking, А если у вас нездоровый образ мышления, even during time of retreat, useless. даже во время ретрита это бесполезно. If you're next room, some of your friends meditating and competition. If you wake at 5 o'clock, I will wake at 4 o'clock. Если в соседней комнате медитирует кто-то из ваших друзей, и вы начинаете устраивать соревнования, если он встает в 5 часов, то я встану в 3 часа. 4 часа. 4 часа. Поэтому whole retreat useless, self-torture, self-punishment. Тогда весь ретрит бесполезен, это будет просто как самоистязание. So I'm always telling you, either you are retreat or not retreat, not important. Most important, healthy way of thinking. Я вам все время повторяю, что в ретрите вы или не в ретрите, это не самое главное. Самое главное это здоровый образ мышления. If you are healthy way of thinking, even you are eating food, you are doing very powerful Dharma practice. Если у вас здоровое мышление, то даже когда вы едите, в это время вы выполняете очень мощную практику дхармы. When you eat delicious food, you should think that in the world, same I'm human being. There are so many human beings. Some human beings they don't have a chance to eat the food. И когда вы едите вкусную еду, вы думаете, что я в этом мире человек, и также в этом мире живет множество других людей, и у многих из них нет шанса сейчас поесть. Даже пить воду нету. Кушать далеко. Некоторые человек, один человек, вода пить нету. Честно, да? Поэтому думаю, да, сегодня как я счастлив, пусть такой счастливый. Everybody achieves such happiness. Пусть все обретут такое счастье. May everybody find enough food.
like me today, I'm eating delicious food. May everybody get the food. И сегодня я ем вкусную еду, и пусть все смогут найти вкусную еду. Then your eating food became a dharma practice. И тогда вот ваш прием пищи станет практикой дхармы. And then second thing, that in your stomach there are so many insects. Далее второе, в вашем желудке также живет множество насекомых. So I'm feeding not only me, I'm feeding all this, my children stay in my body. И я кормлю не только себя, я кормлю всех этих детей, которые живут в моем теле. Это тоже ваши дети. Ясно, да? Okay. So people who don't have JT don't think that, oh, I don't have JT. In your stomach you have so many millions of JT. Если у кого-то кто-то из вас думает, что у вас нет детей, то это не так. Вы подумайте, в вашем желудке живут миллионы ваших детей. Yeah, they are born from your body. They are your children also. Они родились в вашем теле, они также ваши дети. Это ваши дети. Понятно, да? Мы человек думаем, которые дети похожи на себе, как человечек, да? Это мои дети. Если не похож, это не мои дети. Это не логика. Понятно, да? Okay, yes, да? Okay. So that's why living being inside your stomach, they are also like your children. И поэтому живые существа внутри вашего желудка это тоже как ваши дети. So every time when you eat, you think that I am feeding them today. И каждый раз, когда вы едите, думайте, что вы также кормите и их. So that's why just eating food, if you know how to eat food, it's also our practice. И поэтому даже прием пищи, если вы знаете, как правильно есть, тоже будет практикой дхармы. And if you practice tantra, then if you visualize the deity in your heart, and when you eat food, it's like a soul offering, offering to deity. Если вы практикуете тантру, то вы визуализируете божество в своем сердце, и тогда ваш прием пищи становится подношением божеству. Это подношение цок. Before that, say Oma Oma Hum, bless the food. Then when you eat, it's like a soul offering. Вы перед приемом пищи произносите Омахум, 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 благословляете пищу, и после этого вы едите, и это становится как подношение цок. So that's where, I'm telling you, most important is your way of thinking. Healthy way of thinking is most important. This is your man practice. Waking early in the morning not very important. Either you're sitting retreat or not retreat, not important. Most important is a healthy way of thinking. И поэтому я вам хотел сказать, что самое главное это здоровый образ мышления. А встаете вы рано утром или нет, это не самое главное. Выполняете вы ретрит или нет, это не самое главное. А самое главное иметь здоровый образ мышления. If you have a healthy way of thinking, even you do your job, you are working, taking the responsibility of family, same time you can practice Dharma. Если у вас здоровый образ мышления, то даже когда вы занимаетесь повседневными делами, выполняете работу, несете ответственность за свою семью, одновременно с этим вы практикуете дхарму. И в настоящий момент вам нужно делать такую практику. Не отказывайтесь от своей работы, и не отказывайтесь от своих обязанностей. Не слишком меняйте что-то снаружи, меняйте свой внутренний образ мышления. Я очень рад, что мои ученики не носят различные четки и всевозможные странные вещи на своей шее. Это очень хорошо. Зачем пытаться показать людям, что я буддист? Я йогин и носить что-то странное на шее. Outside you should be, very good, gentlemen and ladies and gentlemen Russia. Внутри вам нужно быть очень хорошими леди и джентльменами России, Москвы. Outside. Снаружи вам нужно быть хорошими леди и джентльменами России, Москвы. So dress up according to the place where you stay. Don't dress like a Tibetan or some Indian strange clothes. Одевайтесь в соответствии с тем местом, где вы живете, и не носите странную одежду тибетскую или индийскую. And then outside don't say Hari Buddha, Hari Buddha. It's not necessary. Снаружи также не произносите Хари Будда, Хари Будда. So now regarding teaching. Теперь this is my small piece of advice to you. Это для вас небольшой совет перед учением. А теперь что касается учения. Now regarding the Buddha nature.
Теперь в отношении природы Будды. Okay. Regarding the Buddha nature, there is an interpretation from the Chittamatra school and the Prasanga Madhyama school. В отношении природы Будды есть интерпретация в школе Читтаматра, интерпретация в школе Прасангика Мадхьямика. Now you should understand, in Buddhist philosophy, there is a four school. Теперь вам нужно понимать, что в буддийской философии есть 4 школы. Four Buddhist philosophy schools. Это 4 буддийские философские школы. There is no fifth Buddhist philosophy school. There is only four Buddhist philosophy schools. Нет 5-й философской буддийской школы, есть только 4 философские буддийские школы. Okay. So, vehicle, there is two vehicles. There is no third vehicle. Hinayana and Mahayana vehicle. В отношении колесниц есть только 2 колесницы и нет 3-й колесницы. Это 2 колесницы Хинаяна и Махаяна. And Vajrayana is a part of Mahayana. Mahayana has two, Sutrayana and Vajrayana. Ваджраяна – это часть Махаяны. Махаяна делится на 2 колесницы, это Сутраяна и Ваджраяна. So, there is no any tantra, something that is beyond, Mahayana, not like that. И поэтому нет такой тантры, о которой можно было бы сказать, что она выше Махаяны. Это This is all nonsense. Это нонсенс. If somebody says such and such Mahamudra is beyond Vajrayana, it's also nonsense. Mahamudra is one small part practice of the Vajrayana. И также, если кто-то скажет, что Махамудра находится выше Ваджраяны, это тоже нонсенс. Махамудра – это одна маленькая практика Ваджраяны. Vajrayana, they emphasize on clear light practice, illusory body. So it's one part also, not complete clear light. There's so many instruction of clear light, direct instruction of clear light, indirect instruction. So Mahamudra Dzogchen is a direct instruction of clear light, one small part of practice. И в практике Ваджраяны выполняется практика ясного света и практика иллюзорного тела. И в отношении практики ясного света Махамудра и Дзогchen это также не полностью вся практика. Там, например, существуют прямые инструкции к ясному свету и непрямые наставления к ясному свету. Вот в отношении Махамудры и Дзогchen это прямые наставления к ясному свету, то есть небольшая часть. One small instruction to clear light. Это маленькие наставления о ясном свете. So indirect instruction to clear light, very interesting. А непрямое руководство к ясному свету также очень интересно. Yes. So that's where you should understand whole teaching of Buddha as one complete teaching, not just one practice. Don't, whole life we practice is useless. I'm telling you. И вам нужно понять полностью все, что учение Будды представляет собой одно целостное учение, и не заниматься всю жизнь какой-то одной маленькой практикой. That's where Chandakritis, Dignaga in a Pranadika says. И поэтому Дигнага в Праманавартике говорит. Although strive to abandon two. Хотя стараются отбросить 2. Putting effort in only abandoning one is a extreme self, extreme and non-meaningless. Прилагать усилия к тому, чтобы отбросить только одно, это крайность и бессмысленно. So what does that mean? Means if you put effort on two is a true source of suffering. That is a delusion and negative karmic imprint. Что значит, если вы прилагаете усилия к устранению 2? Здесь 2 – это источник ваших страданий, это омрачение и отпечатки негативной кармы. But if effort one in one, removing one, negative karmic imprint, that is extreme and meaningless. Но если вы прилагаете усилия к устранению только одного, это отпечатков негативной кармы, то вот это крайность, это бессмысленно. If you do only one practice, purifying practice, then it's not effective yet. Если вы делаете только одно, выполняете очистительную практику, то здесь говорится, что это неэффективно. I am something like I am Vajrasattva, или I am Mahamudra, или I am Bodhicitta. If you practice only one, that's not right. All of them should practice together. То есть это сказать я Ваджрасаттва, или я Махамудра, или я Бодхичитта, или я Дзогchen. Only one practice you do, then you don't give any result. Если вы выполняете так только одну практику, это не принесет никакого результата.
For example, if you build a body, as I told you before, Как я вам раньше говорил, например, если вы занимаетесь бодибилдингом. okay, if you do only hand exercise, Если вы выполняете упражнения только для руки, like that, every day and night, so hand became big muscle, left hand will be very thin, you know. так день и ночь вы, Right hand. день и ночь вы тренируете одну руку, правую руку, сгибаете ее, и тогда у вас на правой руке будут очень большие Большой, мышцы. да? Потом сюда будут худые, понятно, да? Все сюда мясо, туда пошло, понятно, да? Тогда еще некрасиво стало. Раньше красиво, потом хуже стало, понятно, да? So that's why if you do only one practice, don't attach to one practice. That's very dangerous. Поэтому так не привязывайтесь к какой-то одной практике, это очень опасно. Это опасно. Your attachment, very dangerous. In spiritual field, again you attach to one particular practice, saying that I am this one. Only this is the best. Ваша привязанность очень опасна. В духовной области опять вы привязываетесь к чему-то конкретному, говорите, вот это моя духовная практика, я к ней отношусь, это самое лучшее. Только это будет practice, да? Okay. So even in spiritual, don't be attached. Поэтому даже в духовной области не привязывайтесь. So that's why it says like that. Spiritual practice is like that. Your spiritual practice is like a boat. Поэтому говорится, что ваша духовная практика это как лодка. Okay. When through using this boat, if you reach the seashore, don't attach boat. Boat does be done. Если если вы используете эту лодку, чтобы переплыть на другой берег, то не привязывайтесь к лодке. После этого вы говорите лодке до свидания. Does be done. Boat is to take you to other seashore. When you reach there, then don't hold on it. This is my practice. Don't attach to it. Лодка необходима для того, чтобы добраться на другой берег. Но после того, как вы туда добрались, не говорите, не привязывайтесь к лодке, не говорите, это моя лодка. Yeah, so that's why, sometimes in Russia, very dangerous. People are, fixed idea with one specific. Somebody says, I am, Yamantaka, one Yamantaka. Or I am Chu, I am Dzogchen, I am Mahamudra, Yes, some say I am Pipirishi, one Pipirishi. Some say I am doing purification practice. Whole life doing purification, useless, meaningless. Так люди в России, у них есть такая склонность к таким фиксированным идеям. Кто-то говорит, я ямантака, практикую только ямантаку, кто-то говорит, я практикую чот, кто-то говорит, я практикую махамудру, практикую дзогчен или практикую прибежище. Я практик дзогчена, то практикую только дзогчен. Махамудра саммелючи. Say the ego разговор, понятно? Там одна капля махамудра не то, капля дзогчен не то, капля яментака не то, понятно? Бодичита капля, я бодичита, да? Меня только бодичита. Это неправильно, ясно, да? I am not against all this practice. I am saying all this is necessary for one person to become Buddha. Я не против всех этих практик. Я говорю, что все эти практики необходимы для одного человека, чтобы достичь состояния Будды. You should know how to practice them according with your timing, right timing. Вам нужно знать, какую практику выполнять в соответствии с вашим временем. At present, your timing. What is the right timing for you to practice? В настоящий момент какая практика является подходящей для вас в это время? At moment, best timing practice for you is a purifying nidkama equine marriage. That's the best practice for you. На данный момент для вас самая лучшая практика это очищать негативную карму и накапливать заслуги. Whole life if you stay like that, that's wrong. At the moment, this is your most suitable. Но если вы это делаете всю свою жизнь, то это неправильно. Но в настоящий момент для вас это самое подходящее. Yes, да? Yes, да? Then same time, with this emphasize, same time do loving meditation and generate healthy way of thinking. И с таким упором одновременно с этим выполняйте медитации, аналитические медитации на ламри и развивайте здоровый образ мышления. So emphasize daily life, emphasize on changing your way of thinking. Make your way of thinking a little bit broader and broader. В повседневной жизни делайте упор на том, чтобы менять свой образ мышления, делайте свой образ мышления все шире и шире. For that, receiving teaching very important. И для этого получать учение очень важно. So for the beginner, emphasizing receiving teaching, there is no any practice which is higher than receiving teaching at the beginner. Для начинающего нужно делать упор на получение учения. Для начинающего нет более высокой практики, чем получение учения. So
These four philosophy school. First, Vibhashaka and Sutantrika. These two schools is a school of Hinayana vehicle. Итак, среди этих четырех буддийских философских школ, первые две школы это Вайбхашика и Саутрантика, это философские школы Хинаяна. Vibhashaka and Sutantrika school, they are the philosophy of Hinayana. You should say. Вам нужно понимать, что Вайбхашика и Саутрантика это философские школы Хинаяна. Chittamatra and Madhyamika, they are philosophy of Mahayana. А Читаматра и Мадхьямика это философские школы Махаяна. When you practice Tantra, minimum you should have an understanding of emptiness from the point of Chittamatra. Otherwise, you are not suitable to practice Tantra. Если вы практикуете тантру, то как минимум вам нужно понимать пустоту на уровне Читаматры, а в противном случае вы не сможете практиковать тантру. So that's why Chittamatra school and Madhyamika school very important to study and understand it. Поэтому очень важно изучать и понять воззрение таких школ, как Читаматра и Мадхьямика. So in future, very important to study detailed study on Chittamatra, presentation of Basa's path and result, Madhyamika, presentation of Basa's path and result. These are very important. И в будущем очень важно подробно изучать представление об основе пути и результате, которое дается в школе Читаматра, и основу пути и результат, которые объясняются в школе Мадхьямика. These Basa's path and result, they are very interesting. Through that way, you understand the one complete mechanism, how our body, speech, and mind, with the help of method, transform into result Buddha's body, speech, and mind. И изучать основу пути и результата это очень интересно. Здесь рассказывается о том, как наши обычные тело, речь и ум с помощью метода трансформируются в тело, речь и ум Будды. So this is called Basa's path and result. Вот это то, о чем говорится основа пути и результата. So now Chittamatra school, when they explain the Buddha nature, Теперь в школе Читаматра, когда объясняется природа Будды, Chittamatra school says Buddha nature is a potential which transforms into Buddha's result. в школе Читаматра говорится, что природа Будды это потенциал, который трансформируется в результат состояния Будды. So now Buddha nature is a Basa's path. Basa's. Okay, Buddha nature is Basa's path, with some specific method and wisdom, transform into Buddha's, holy mind. This is result. Теперь в отношении основы это природа Будды. Далее с помощью метода и мудрости это путь. Эта природа Будды дает результат состояния Будды. That is Buddha's wisdom mind. Это ум мудрости Будды. This is the result. Это результат. Yes, now, Chittamatra says Buddha nature is a, most potential of the mind which transforms into Buddha. That is called Buddha nature. В школе Читаматра говорится, что потенциал ума, который трансформируется в ум Будды, это природа Будды. This is Buddha nature. Это природа Будды. This one, all human beings have this nature. У всех живых существ есть такая природа. Whoever have mind, they have this Buddha nature. У кого есть ум, у всех есть эта природа Будды. Now this Buddha nature, Chittamatra school says there's two types of Buddha nature. Naturally abiding Buddha nature and increasing Buddha nature. Теперь в отношении этой природы Будды в школе Читаматра говорится, что существует два вида природы Будды. Это естественно пребывающая природа Будды и растущая природа Будды. Now, naturally abiding Buddha nature, what does that mean? I will explain the terminology and not very difficult, you will understand it. Сейчас я вам объясню, что означает термин естественно пребывающая природа Будды. Вы сможете это понять, это не очень трудно. Naturally abiding Buddha nature, we say it's like there's something by nature, without any condition, it is a natural, Buddha nature. То есть, естественно, пребывающая природа Будды – это то, что пребывает по природе, без всяких условий, Not depend on any condition. не завися ни от каких условий. That is called naturally abiding Buddha nature. Это то, что называется естественно пребывающей природой Будды. Yes, Nanda. So Chittamatra school says naturally abiding Buddha nature is that our most subtle mind, clear light,
И в школе Читаматра говорится, что наша естественно пребывающая природа Будды – это наш наитончайший ум, ясный свет. This most subtle mind, which come from the beginner's time and present, it continue in future, it will continue to stay the Buddhahood. И это наитончайший ум, который существует с безначальных времен, в настоящий момент он есть и будет продолжать существовать до достижения состояния Будды. Buddhist philosophy says that our gross mind change according with the situation and condition. В буддийской философии говорится, что наш грубый ум меняется в зависимости от ситуации, в зависимости от условий. Anger comes, sometimes love comes, sometimes compassion comes, sometimes jealousy comes. So keep changing on according to situation and condition. Иногда возникает гнев, иногда возникает любовь, иногда сострадание, иногда зависть. То есть это все, ум постоянно меняется в зависимости от условий. So their gross mind, they are like a gross particle. Грубый ум – это как грубые частицы. Right, this cup. Например, вот эта чашка. Due to some condition became cup, then it destroyed, disappeared. Then each part of this cup continued. В силу каких-то условий она стала чашкой, затем она разрушается, то есть исчезает, но частицы, мельчайшие частицы этой чашки продолжают существовать. So, like a particle, the most subtle particle, it comes from beginner's time. Вот также можно сказать, что самые наитончайшие частицы существуют с безначальных времен. There is no beginning. У них нет начала. So, Buddhist 2500 before says that small particle, they come from beginner's time. There is no beginning. И в буддийской философии You can newly create any particle, such a small, particle. В буддийской философии 2500 лет назад говорилось, что в отношении наитончайших частиц, что они существуют с безначальных времен, у них нет начала, вы не можете вновь создать какую-то мельчайшую частицу. So Buddhist philosophers say there is no God to create because there is no beginning. Particle nobody created. There is no beginning. В буддийской философии говорится, что Бога нет, потому что нет начала. Yeah. God don't create. You listen carefully. God didn't create it. Бог не создал это. No, you didn't say. You said Bог не создал. I told you, Bog didn't create it, not the Bog. Бог не создал это, потому что This particle come from beginner's time. эти частицы существуют с безначальных времен. If Bog create, then this particle have a beginning. Если бы это создал Бог, тогда у частиц было бы начало. So, if there is a beginning, there are so many contradictions. А если сказать, что есть начало, то возникнет множество противоречий. Logical contradiction. That's why Buddhism is the only one, religion. Like a science, don't believe God is creator of everything. Поэтому буддизм это единственная религия, в которой, так же как и в науке, считается, что нет такого Бога, который все создал. Buddha says everything is not created by God. Будда говорил, что не все создано Богом. Everything comes from its own previous cause. Все возникает из своих предыдущих причин. That also comes from its own previous cause. И те, в свою очередь, также возникают из им предшествующих причин. Without cause, it can't exist. И без причины ничего существовать не может. Thus way, there's no beginning. Поэтому начала нет. Very logical. Очень логично. Yes, no? Science, they investigate, they find the same thing, same theory which Buddha have discovered. Ученые проводят исследования и открывают то же самое, то же, что открыл Будда. Truth, whoever investigate, they will find same thing because they are searching for the truth. В отношении истины, кто бы ее не открыл, они откроют одно и то же, потому что они открывают одну истину. Yes. So that's why matter, small matter, it continue, it go back to, endless. It will never stop. It will continue. Impossible to stop it. Most of small particles. Как в отношении наитончайших частиц, мельчайших частиц, наитончайшей материи, она продолжает существовать и будет существовать всегда. Никто не может этого изменить, остановить. Impossible to stop it. Невозможно остановить это. That's why science there is theory called law of conservation of mass and energy. Поэтому в науке есть теория, которая называется закон сохранения энергии масс.
Buddhism discovered this 2,500 years before. В буддизме это было открыто 2500 лет назад. Yes, sir. So, Buddhism is saying, as this particle as example, same as this particle, outer and inner, they are very similar mechanism, Buddhism says. И в буддизме говорится, что внешний механизм с этими частицами очень похож на внутренний механизм. Очень похож механизм. Понял, да? So that's where our mind, the most of our mind, it comes from beginning time. Nobody created it. Поэтому в отношении нашего ума, самого наитончайшего ума, он This is существует, called play life. который называется ясным светом, This is called Buddha nature. который называется природой Будды. Он существует с безначальных времен, и его никто не создавал. This is an unbelievable potential. И это невероятный потенциал. If you can utilize this one, then you can achieve realization very fast. Если вы сможете его использовать, то вы сможете добиться реализации очень быстро. So this subtle clear light, just looking at it, you can't utilize it. Impossible. Если в отношении этого наитончайшего ума ясного света, если вы просто на него смотрите, вы так не сможете его использовать, это невозможно. Это невозможно. It's like people who don't know how to use subatomic. Look at the particle, saying that from it comes nuclear energy. It's like that. Это как человек, который хочет использовать субатомную энергию, берет атомные частицы и смотрит на них, думает, что извлечет Отсюда атомную приду субатомную энергию, да? Свет меняется, красный, одинаково. Которые науку не знают, они думают, если посмотрят там, потом энергии придут. Это все пустое время. So in order to utilize this one, you have to split the particle. Для того, чтобы использовать энергию, необходимо расщеплять частицы. Okay, you should have a high technique to split the small particle. It's not easy to split it. Вам необходимы очень высокие техники для того, чтобы расщеплять частицы. Это нелегко. In the same way, you need a high technique to make the mind subtle and subtle. И точно так же вам нужны высокие техники, с помощью которых вы сможете сделать свой ум все более и более тонким. Тоньше. More you know shamatha meditation technique, this is also very useful technique to make your mind more and more subtle. Если у вас есть знания, чем больше вы знаете техник шаматхи, эти техники также являются техниками, с помощью которых вы можете делать свой ум все тоньше и тоньше. Then if you use so many techniques, there's unbelievable high technique explained in Tantra, Vajrayana. If you use this technique through Wind Yoga technique, so Wind Yoga is very powerful technique to make your mind more and more subtle. И в тантрах, в Ваджраяне также говорится о множестве очень мощных техник. Например, йога ветра – это одна из техник, с помощью которых можно делать свой ум все тоньше и тоньше. If you don't know Wind Yoga, explained in Six Yoga Naropa, then experience the clear light almost not possible. А если вы не знаете йоги ветра, которая объясняется в 6 йогах Наропы, то пережить ясный свет практически невозможно. So Milarepa, he highly praised not the Mahamudra, he highly praised the technique, Tummo meditation technique. И поэтому Миларепа высоко оценивал, хвалил не техники Махамудры, а он высоко хвалил технику Туммо. He always say, okay, if you meditate on my Tummo, by now you will see the clear light. Миларепа говорил, что если бы вы медитировали на мое Туммо, то к настоящему моменту вы познали бы ясный свет. You experience, listen carefully. Вы пережили бы ясный свет. Познай, there's nothing to say. Listen carefully. Yes, no? So that's where, I'm telling you, just don't get lost in roughly something, Radhuka instruction. In spiritual practice, very important, technical, not Radhuka. You are not listening story. You want some result. Very important, technical, detailed instruction, more important than something Radhuka, strange, vague philosophy. This is a real waste of time. И поэтому я бы вам хотел сказать, что вы не должны, в духовной области вы не должны теряться в каких-то абстрактных областях, подобных радуге, потому что буддийская философия вам необходимо техническое учение, чтобы добиться определенного результата. Потому что вы слушаете не историю. Если историю слушать, там надо совсем другой раз, интересные вещи, да? Нет.
Хорошо? Ясно, да? I am not here to tell you story. I will repeat something again and again so that you will understand teaching more deeper and deeper. Я здесь не для того, чтобы рассказывать вам истории, я здесь вам повторяю нечто снова и снова, для того, чтобы вы обрели более глубокое понимание. Some might think that I am repeating. I am not repeating the same. I am saying one topic but from different dimensions so that you understand more deeper and deeper. Кто-то может подумать, что я повторяю, но в действительности я не повторяю. Я одну и ту же тему объясняю как бы с разных точек зрения, для того, чтобы вы могли понимать ее все глубже и глубже. Okay. So that's why. So now this your mind, the most subtle mind, clear light, which come from beginner's time, which will go to state of Buddhahood. This most subtle mind, clear light, Chitamata said, this is called naturally abiding Buddha nature. И в отношении этого наитончайшего ума, ясного света, который существует с безначальных времен и продлится до достижения состояния Будды, школа Читаматра в отношении этого ясного света говорит, что это естественно пребывающая природа Будды. This instruction, Chitamata school explained it. It's not something like a unique or Mahamudra. Эти наставления объясняются в Читаматре, это не нечто уникальное, принадлежащее Махамудру. Yes, sir. What's unique in Mahamudra? Mahamudra talks of 4 yoga. The third yoga, this subtle mind directly recognizes emptiness. Well, that is the unique of Mahamudra. А что уникального в Махамудре? В Махамудре говорится о 4 йогах, и на этапе 3-й йоги вы с помощью этого... Yoga of one taste. Йоги одного вкуса, с помощью этого наитончайшего ума вы обретаете прямое познание пустоты. Вот это уникальность Махамудры. Such technique is not explained in Sutrayana. Таких техник не объясняется в Сутраяне. Most subtle mind directly recognizes emptiness. Наитончайший ум, напрямую познающий пустоту. If you can use this technique, second moment your mind can be free of delusion. Если вы сможете использовать такую технику, то во второй миг ваш ум будет полностью свободен от омрачения. In Sutrayana, when gross mind directly recognizes emptiness, second moment mind is not free of delusion. В Сутраяне, когда грубый ум познает пустоту, имеет прямое познание пустоты, то в следующий миг он не освобождается полностью от всех омрачений. Because gross mind, when it recognizes emptiness, delusion became less, but it can't completely free from delusion. Потому что, когда грубый ум познает пустоту, омрачений становится меньше. Даже в отношении прямого познания омрачений становится меньше, но он не избавляется полностью от всех омрачений. Why? Почему? Because gross mind potential is less, more, not very effective. Потому что у грубого ума меньший потенциал, он не очень эффективен. When most subtle mind recognizes emptiness directly, second moment mind comes free of delusion. А когда наитончайший ум напрямую познает пустоту, это ясный свет, то в следующий миг он полностью избавляется от всех омрачений. That's why Mahamudra says, seeing liberation. Поэтому в Махамудре и Дзогчене говорится об освобождении видения. What does that mean? Что это означает? Not like just Russian people think that if they look at clear light, they see the clear light, second moment they become Buddha. Not like that. Это не как думают некоторые русские люди, что они смотрят в ум, пытаются увидеть ясный свет и думают, что когда увидят ясный свет, то станут Буддами. Это не так. Это не так. Yes, да? This was saying the seeing liberation means in this more subtle mind, clear light, when you directly see the emptiness, second moment it's completely free of delusion. Здесь под освобождением видением имеется в виду, что этот ваш наитончайший ум, ясный свет, когда напрямую видит пустоту, то в следующий миг он полностью освобождается от омрачений. Okay. In Sutrayana that's not possible. Но в Сутраяне такое невозможно. This is the unique technique of Tantra. Это уникальная техника тантры. It also utilizing the most subtle mind, clear light. Потому что в ней говорится об использовании наитончайшего ума, ясного света. Yes, so that's where, Vajrayana, with the help of Vajrayana, you become Buddha faster because they have a unique technique which doesn't exist in Sutrayana. С помощью Ваджраяны вы достигаете состояния Будды гораздо быстрее, потому что в Ваджраяне есть особые уникальные техники, которых нет в Сутраяне.
But this, in order to have this technique, you should have so many bases. Но для того, чтобы пользоваться этими техниками, вам нужна очень хорошая основа. So many bases. Очень множество, Очень много. много основ. Все, русский. Я знаю русский, Окей. So, now come back to point. Increasing Buddha nature, what is that? Теперь вернемся к теме. Что такое растущая природа Будды в школе Читаматри? Now, increasing Buddha nature is like that. Increasing Buddha nature is this your emotional mind, clear light. When it meets with the conditions of receiving teaching, like water, when it manifests, when it's slowly manifesting, then that's called increasing Buddha nature. Теперь в отношении растущей природы Будды в школе Читаматра говорится, что этот наитончайший ум, ясный свет, когда встречается с подобными воде условиями получения учения и как бы немножко проявляется, вот это называется растущей природой Будды. For example, when you don't meet with Buddhism, at that time you have a, just naturally abiding Buddha nature. Например, когда вы еще не встретились с буддизмом, в то время у вас была естественно пребывающая природа Будды. Because this clear light, it's just very dry, see, it's very dry, no any water of receiving teaching. Потому что это этот ясный свет у вас был как сухое семя, был очень сухим, потому что вы его еще не оросили водой получения учения. So increasing Buddha nature, now your clear light is not just naturally abiding Buddha nature, it's also increasing Buddha nature. А теперь, когда вы получили учение, то ваш наитончайший ум, ясный свет, это не только естественно пребывающая природа Будды, это уже и растущая природа Будды. So means there's a very big chance that you will become Buddha in future, faster than many other sentient beings. Это означает, что у вас есть очень большой шанс в будущем стать Буддой гораздо быстрее, чем у многих других живых существ. So when it meet with, so then these seeds slowly start germinating. Итак, когда вы встретились с учением, когда это семя у вас потихоньку начало прорастать, and your mind, inspiration, when they germinating is from receiving teaching again, when your mind some wishes thought come, that may I administrate the Buddhahood for the benefit of all sentient beings. When such wishes come, means something germinating the seed. И в отношении прорастания семени, это когда вы снова и снова получали учение, и у вас уже появилось какое-то желание, да смогу я достичь состояния Будды ради блага всех живых существ, вот это желание подобно тому, как это сухое семя немного проросло. That is called Buddha nature. Это называется природа Будды. If receiving teaching, if you in your mind, think that, oh, may I achieve the Hinayana Arhat, then this is not Buddha nature, it's a Hinayana nature. Если вы получаете учение, и благодаря получению учения у вас возникла мысль, пусть я смогу достичь состояния архатства Хинаяны, то это в этом случае у вас не природа Будды, а это природа Архата, Хинаянского Архата. So, as you meet with mind or master, then if you have some inspiration to become Buddha for the benefit of all sentient beings, then that is such wishes when it comes, means, this, some in your mind, you have a sign that you have a increasing Buddha nature. А если, поскольку вы встретились с учителем Махаяны, и когда у вас возникает такое желание достичь состояния Будды ради блага всех живых существ, это знак того, что у вас в уме появилась определенная растущая природа Будды. Very fortunate. Это большое везение. Because of this increasing Buddha nature, one day, you became Buddha. Благодаря этой растущей природе Будды, однажды вы станете Буддой. This is from the point of Chittamatra school. Это объяснение с точки зрения школы Читтаматра. Now, Prasangya Madhyamika school is a presentation on the Buddha nature. А теперь то представление природы Будды, которое дается в школе Прасангя Мадхьямики. Highest Buddhist philosophy school. Это высшая буддийская философская школа.
There is no Buddhist philosophy view which is higher than Prasanga Madhyamika. You should understand. Вы должны понимать, что нет более высокого буддийского воззрения, чем воззрение Прасангхи Мадхьямики. So this is a Buddha himself says this is my final view. Highest view is Prasanga Madhyamika view. Будда сам говорил, что это мое конечное воззрение, нет воззрения, которое превосходило бы воззрение Прасангхи Мадхьямики. This view will be revived by Nagarjuna in future after 500 years of my pass away. И Будда говорил, что это воззрение в будущем раскроет, возродит Нагарджуна через 500 лет после моего ухода. So you should understand, Sutra and Tantra, from the point of view on emptiness, no different. Same view. И здесь вам нужно понимать, что у сутры и тантры с точки зрения пустоты, воззрение одно и то же. No different. Разницы нет. Okay. So don't say that, Mahamudra's view and Dzogchen view is beyond, Prasanga Madhyamika view. That is nonsense. Не говорите, что воззрение Махамудры, воззрение Дзогчен это выше воззрение Прасангхи Мадхьямики, потому что это нонсенс. Это nonsense. Yes, you should understand. So, in the name of Dzogchen and name of Mahamudra, if you say, view explained by Nagarjuna is a low level, it's talking of self-emptiness. We Mahamudra and Dzogchen, other emptiness, it's a wrong understanding of Dharma. Если вы во имя Махамудры Дзогчена говорите, что воззрение Прасангхи Мадхьямики это низкое воззрение, в котором говорится о самопустоте, а в воззрении Махамудры Дзогчена говорится о пустоте от другого, это более высокое воззрение. Это нонсенс. Yes, okay. So, Mahamudra and Dzogchen, they all talk about the self-emptiness. View is self-emptiness. И в Махамудре и Дзогчене везде говорится о самопустоте, то есть воззрение здесь это самопустота. Now, as a technique to experience the clear light, they use the terminology other emptiness. Но для техник, чтобы испытать ясный свет, они используют такой термин, как пустота от другого. Yes, so see, Dzogchen means all the Dzogchen what it says, all outer object appearance, they are all completed in the mind. So they are all empty into mind. This is. И что говорится в Махамудре и Дзогчене, что все внешние объекты, все вот эти видимости, они полностью находятся в уме, то есть они как бы пусты в уме. Пусты from the mind. Separate from the mind. They are empty from separate from the mind. They are complete into mind. То есть они пусты от отдельности от ума, полностью находятся в уме. They are all complete into the mind. Они полностью все находятся в уме. Dzogchen is a great completion. They are all complete into mind. That's why mind is a great completion. That's what Dzogchen. Dzogchen это как бы великое завершение, то есть all outer appearance they are complete into mind. That's is called Dzogchen. Все внешние видимости завершаются в уме, и поэтому Дзогchen называется великим завершением. This is a technique to experience the clear light. It's not talking about the ultimate nature of clear light. Это техники для того, чтобы испытать ясный свет. Здесь It's not talking the ultimate nature. Здесь не говорится об абсолютной природе ума. Yes, so that's why if you don't understand this thing, why they say then they are mixed together, then you think that self-emptiness and Dzogchen, these other emptiness, they are contradiction. They think that this is not right understanding. Если вы этого не понимаете, то вы подумаете, что самопустота или пустота от себя противоречит пустоте от другого. Это значит, что вы здесь ничего не поняли. So when Dzogchen Mahamudra say this one, other emptiness, it's not the other emptiness explained in the Chonang school. Когда в Махамудре и Дзогчене говорится о пустоте от другого, это не та же пустота от другого, о которой говорится в школе Джанан. Chonang school, they say other emptiness, which is a contradicting with the self-emptiness explained in Nagarjuna's view.
А та пустота от другого, о которой говорится в школе Джананг, противоречит той пустоте от себя, о которой говорил Нагарджуна в школе Прасангика Матхея. Heart Sutra. В Сутре сердца. Sutra says is a presenting the self-emptiness. Сутра сердца представляет пустоту от себя. Yeah, now first I will explain you what is different between other emptiness and self-emptiness. В первую очередь я вам объясню, в чем состоит разница между пустотой от другого и пустотой от себя. Yes, Nada? Okay. So, see, I received teaching from Mahamudra, I received teaching on Dzogchen from His Holiness Dalai Lama, based on the Dzogchen teaching taught by 5th Dalai Lama. Я получал учение по Махамудре, получал наставление по Дзогчену от его святейшества Далай-ламы, в основе которых лежит учение 5-го Далай-ламы. Unbelievable. 5th Dalai Lama is unbelievable great master of Dzogchen. 5-й Далай-лама это невероятно высокий мастер Дзогчена. Okay. So, when I listen to this thing, same, no different, no any contradiction. И когда я послушал это учение, то я увидел, что Mahamudra, Dzogchen, clear light, Sakya school presentations of the, Nirvana, Samsara and Nirvana, one test of Samsara and Nirvana explained by Sakya, same meaning. я увидел, что в отношении Махамудры, Дзогчен, в отношении того, как в школе Саки объясняется единство вкуса сансары и нирваны, здесь смысл один и тот же, разницы нет. Python does pay Mahamudra teaching this one. Panchana Bushi, who wrote the root text of Mahamudra. Mahamudra, Gilu and Kaju, not different, same, same tradition. В отношении Махамудры в школе Гелук и Кагью традиция здесь одна, разницы нет. Same lineage teaching. Mahamudra of Gilu and Kaju, same lineage. Gilupa, most Gilupa, Tantra practice is a lineage of Marpa and Milarepa, you should understand. Здесь вот в отношении линии передачи учения по Махамудре в школе Гелука и Кагью это одна линия, и большинство, вам нужно понимать, что в отношении практик тантры, they are all come from the Marpa and Milarepa. Lama Subhas is very pure lineage teaching, very highly appreciated. В отношении тантр, гухи самаджа, чакрасамвара, это учение, которое пришло по линии Марпы и Миларепы, Наропы, Тилопы. И так эта линия восходит к Будде Ваджадаре. Лама Цангкапа говорил, что это очень чистая линия передачи учения, которую сохранили Марпа и Миларепа. You should understand that Gelupa tradition is like a non-sectarian tradition. All the lineage teaching preserved by Lama Tsongkhapa. He don't create any new school. И здесь вам нужно понимать, что традиция Гелук это как не сектантская традиция. Здесь Лама Цангкапа в традиции Гелук сохранил pure lineage of all the school and preserve it. Чистые линии передачи всех школ сохранил в традиции Гелук. Yes, so this way, if you are follow real Gelupa, you should be non-sectarian. Поэтому, если вы последователь настоящей Гелупы, то вы должны быть придерживаться не сектантского. Lama Tsongkhapa, our spiritual master, is a non-sectarian. We should be non-sectarian. Наш духовный наставник, его святейшество Далай-лама, Лама Цангкапа, придерживаются не сектантского подхода, и мы должны быть также не сектантами. Yes, okay. Now, first you should know what is other emptiness and what is self-emptiness. В первую очередь вам необходимо знать, что такое пустота от другого и что такое пустота от себя. Because I have heard in Russia some Tibetan master come and say a little bit about the self-emptiness, other emptiness, and other students they don't know properly, and then they start saying, self-emptiness very low level, other emptiness very high view. That's a very nonsense. Потому что я слышал, что в Россию приезжают разные наставники и кое-что рассказывают. Они дают в общем информацию о том, что такое пустота от другого, пустота от себя. И некоторые ученики, когда после этого начинают говорить, например, такое, что пустота от другого – это высокое воззрение, пустота от себя – это очень низкое воззрение. This is a very dangerous.
Это очень опасно. Okay. Then through that way, there is danger you abuse the Nagarjuna, Prasanga Madhyam view. Very dangerous, very heavy in it comes. Здесь есть опасность, что таким образом вы оскорбите воззрение, которого придерживался Нагарджуна, воззрение Прасангики Мадхьямики. Это большая опасность, большая негативная карма. Okay. View, real view of Mahamudra and Dzogchen should be Prasanga Madhyamika. Exactly how Nagarjuna explained. If you Настоящая... took this view, then clear light. Your clear light, no matter how much you experience the clear light can't recognize emptiness properly. Настоящее воззрение Махамудры Дзогчена должно быть чистым воззрением, которое раскрыл Нагарджуна, воззрением Прасангики Мадхьямики. А в противном случае, Even you experience the clear light, даже если вы переживете, испытаете ясный свет, you can't recognize emptiness precisely. вы не сможете точно с его помощью познать пустоту. Okay. Then impossible to remove the delusion. Тогда для вас невозможно устранить омрачение. Yes, not that? Okay. So that's where, as I told you, as a technique to experience the clear light, some Mahamudra Dzogchen, they say other emptiness. И поэтому, как я вам говорил, как техника для того, чтобы использовать ясный свет, в Махамудре Дзогчене иногда говорится о пустоте от другого. Okay. All the outer appearance empty on the mind. It's like a other emptiness. Все внешние видимости Empty on the mind. Пусто на ума. пусты в уме. Yeah. Все внешние видимости пусты в уме. Okay. Because they are all, complete back into the mind. Потому что они полностью все завершаются обратно в уме. So, see, Mahamudra Dzogchen says that all the outer appearance, when it appears from the mind. When it dissolve back into the mind. В Махамудре Дзогчене говорится, что когда внешние видимости появляются, они возникают из ума, и когда они исчезают обратно в уме. Okay. Yes, so that's why at the beginning looks like a little bit like a Chittamatra view. Вначале это немножко напоминает как бы воззрение Читтаматра. But it's not saying about Chittamatra view. It's a technique to mind the mind subtle and subtle. Здесь не говорится о воззрении Читтаматры, здесь говорится о технике, с помощью которой можно сделать свой ум все тоньше и тоньше. Тоньше. Yes, да? It's a point, да? So, looks like a other emptiness, all outer object empty on the mind. Not the mind is empty, other object is empty on mind. Other emptiness. То есть пустота от другого looks like other emptiness. Кажется, как по... This explanation. Это объяснение кажется, как будто это пустота от другого, то есть all outer objects empty on the mind. Все внешние объекты пусты в уме. Okay. Looks like other emptiness. Выглядит, как будто это пустота от другого. Yeah, but Dzogchen Mahamudra is not saying that, mind is truly existent. Но в Махамудре Дзогчене не говорится, что ум существует истинно. Yeah, this say, first word says all the outer appearance make conclusion that all outer appearance empty on the mind. First verse. Second verse is mind make conclusion mind is empty of truly existent. Second conclusion. Первое заключение, которое делается в Дзогчене, это то, что все внешние видимости пусты в уме, а второе заключение это то, что ум пуст от истинного существования. Then here we talk about the self-emptiness. И здесь говорится о пустоте от себя. Yes, mind, all the appearance is a complete into mind. It's empty of mind. But mind is not truly existent. Chittamatra says mind is truly existent. Now Dzogchen says mind itself is also not empty or truly existent. Все внешние видимости пусты в уме, но сам ум не существует истинно, а в школе Читтаматра говорится, что ум истинно существует. И тогда это становится пустотой от другого. В Махамудре Дзогчене говорится, что ум сам пуст от истинного существования. Таким образом, это становится воззрением Прасангики Мадхьямики, то есть воззрением пустоте от себя, это как бы объяснение на втором уровне. Второй уровень объяснения, который дается в Дзогчене, это пустота от себя. Ум сам
это делается такое заключение, что ум сам пуст от истинного существования. Then third conclusion. Далее, третье заключение. Then this emptiness of mind, make conclusion, the emptiness of mind itself is Dharmakaya. That is very special. И третье заключение, здесь делается заключение, что пустота этого ума сама по себе является Дхармакая. Dharmakaya. Make conclusion. This is Dharmakaya. There is no in Dharmakaya separate from it. That is the emptiness of your mind is a Dharmakaya. То есть здесь делается заключение, что именно это Дхармакая, нет какой-то Дхармакая, которая бы существовала отдельно от этого. То есть пустота вашего собственного ума это Дхармакая. You should make conclusion. Это вам нужно делать такое заключение. And then this Dharmakaya naturally abide with you. И это Make conclusion. This Dharmakaya naturally abide with you. И далее делается заключение, что этот Дхармакая естественным образом пребывает с вами. That's that. Four conclusion of Dzogchen. Это 4 заключения Дзogchen. Now this one I can't explain you roughly thing. It needs a detailed explanation. Это я вам не могу объяснить грубо, на это требуется очень подробное объяснение. Now here, so many philosophy, Prasanga philosophy is there. Then unique experience of Dzogchen also there. Здесь есть очень обширная философия в этих 4 заключениях. Здесь говорится и о философии прасангики, мадхьямики, и об уникальных заключениях, которые делаются в Махамудре, Дзогчене. These four conclusions of Dzogchen is very, very interesting teaching. Это учение о 4 заключениях Махамудры и Дзогчена очень интересное учение. Yes, like Saja Pandita make a cutting for attachment also includes so many philosophy in it. Как Саки Пандита говорил Cutting for attachment. Об обрезании 4 привязанностей. Now in this whole cutting for attachment includes so many philosophy view and practice also there. И в этом обрезании 4 привязанностей также существует очень глубокая философия и множество практик. Almost all Mahayana practice including this cutting for attachment. Практически все махаянские практики включены в это обрезание 4 привязанностей. So that's where first says, if you attach to this life, you are not you are not Dharma practitioner. Первое говорится, что если вы не отсекли привязанность к этой жизни, то в первую очередь вы не практик Дхармы. Freeing for attachment, freeing for attachment, not cutting. Не обрезание, а это освобождение от привязанности. Освобождение от 4 привязанностей. First, if you attach to this life happiness, you are not spiritual practitioner. В первую очередь, если вы не освободились от привязанности, если вы привязаны к этой жизни, то к счастью этой жизни, то вы не практикующий Дхарму. If you are man motivation comes from this life happiness, whatever you do, you are not Dharma practitioner. Это означает, что если основная ваша мотивация связана с заботой о счастье в этой жизни, то что бы вы ни делали, вы не практик Дхармы. Вы не становитесь практиком Дхармы. Minimum some motivation comes from future life happiness. У вас должен быть какой-то минимум мотивации заботы о счастье будущей жизни. Otherwise, you are not spiritual practitioner. В противном случае вы не духовный практик. Second. Второе. Second, freeing the desire, attachment. Это второе освобождение от второй привязанности. That is, if you are attached to samsara happiness, you don't have renunciation. Если вы привязаны к сансарическому счастью, то у вас нет отречения. Once any samsara happiness, if you are attached, you don't have renunciation. You don't understand what is samsara. Если вы привязаны к любому сансарическому счастью, то это означает, что у вас нет отречения, вы не знаете, что такое сансара. Just that. Then third one, if you have a, self-cherishing, if you have egoistic mind, then you don't have bodhicitta. Третье, если у вас есть эгоистичный ум, то у вас нет бодхичитты. Very, very
Very deep, very interesting. Это очень глубоко, очень интересно. Yeah. Then fourth one says, if you have a truly grasping, then you don't have prasangamati, you don't have view. И четвертое, говорится, что если у вас есть цепляние за истинность, то у вас нет философского воззрения. Especially prasangamati view. В особенности воззрения прасангики мадхьямики. If you grasp your mind as truly existing, you don't have prasangamati view. Если вы цепляетесь за ум как за истинно существующий, то у вас нет воззрения прасангики мадхьямики. If you grasp the clear light as an inner existing truly, you don't have prasangamati view. Если вы цепляетесь за ясный свет как за истинно существующий, как за самосущий, то у вас нет воззрения прасангики мадхьямики. Now come back to the point. А сейчас вернемся к теме. Okay. Other emptiness. Пустота от другого. Okay. What is other emptiness? Что такое пустота от другого? Example. Пример. If I say this house is empty of human being, this is called other emptiness. Например, если я скажу, что этот дом пуст от людей, это пустота от другого. But house still remains. Но дом, тем не менее, остается. Да? Stays. Just that. If I say this cup is empty of something else, then still cup remains. You attach to it. Если я скажу, что эта чашка пуста от чего-то другого, то все равно эта чашка остается, вы к ней привязываетесь. Just that. So that's why, you know, lower school, what they say is, if they say cup itself is empty, if it's empty, then they think that you can't affirm the cup. That's why something is empty of cup means cup still exists. They are afraid of nihilist. Низшие философские школы боятся, что если сказать, что чашка сама является пустой, то невозможно будет установить чашку, дать представление о чашке. И поэтому они говорят, что чашка пуста от чего-то другого. Something like some superficial negation is empty on this cup, but still cup exists. То есть они говорят, что какое-то искусственное, делают какое-то искусственное отрицание, что оно пусто в чашке, но сама чашка существует. Это называется пустота от другого. В Прасангике Мадхьямике говорится, что в отношении такой пустоты от другого, если вы говорите, что чашка пуста от чего-то другого, то остается чашка, и вы привязываетесь к чашке. Понятно? Понятно? So that's why no matter how much you use other emptiness, it don't affect the removing attachment to cup. И сколько бы вы так не использовали пустоту от другого, это никак не будет иметь никакого эффекта на вашу привязанность к чашке. If you understand this cup is a how it appears to you, it doesn't exist there. Если вы понимаете, что эта чашка не существует такой, какой кажется вам, then something like illusion. This cup, there's no some solid cup to attach there. То это все становится как иллюзия. Здесь нет такой плотной чашки, к которой можно привязаться. Выглядит чашка истин, да, красивая чашка, да, когда вы анализируете науку, физик, когда они анализируют, они говорят, там такой нету чашка, как наш выглядит, как видение, там такой нету, даже физик знает, ясно, да, ясно, да, поэтому это как иллюзия, свет, color also, how it appear, there is no such color. И в отношении также цвета нет такого цвета, который кажется нам. Понятно? Там такой чашка нету. Я люблю красный свет. Это такой красивый чашка, красный, да? Там ничего красного нету. Это иллюзия. It's like a reflection of light. Это как отражение света. Там ничего красного нету. Ясно, да? Понятно, да? So physics also getting closer to Buddhist presentation. И физика также приближается к такому буддийскому представлению. So, Prasanga Madhyamika was saying that everything what we see, they are illusion. It appears to be something exists from the object side, but itself is empty. Cup is empty of pure existence. Itself, not something empty of cup. Cup itself is empty. В Прасангике Мадхьямике говорится, что все подобно иллюзии, и Cup, no matter how beautiful it appears, it itself is empty. Как бы какой бы красивой ни казалась чашка, она сама является пустой. Пустой. How it appears to you, if you investigate
it doesn't exist there. То есть, какой она вам кажется, если вы исследуете, то вы увидите, что там такой нет. Там такого нет. Там что есть? Just different horizon. Там есть только взаимозависимость, Like a rainbow. как радуга. Rain come, sunlight fall, looks like rainbow. Rainbow exists, but it's different horizon. Идет дождь, падает свет, и кажется, что видимость радуги возникает. А радуга существует. Существо. Буддизм говорит, радуга нет, не говорит. Радуга есть, но он зависит относительно. From this side you see the raduga, from other side you don't see the raduga. С этой стороны вы видите радугу, а если посмотрите с другой стороны, вы не увидите радугу. If there is a true existing raduga, from every side you should see the raduga. Если бы была истинно существующая радуга, то вы с любой стороны могли бы увидеть эту радугу. Arya, they don't see such raduga. Ария не видит такой радуги. Okay. We human being, from our worldly perspective, we see such thing. А мы, люди, с нашей мирской точки зрения, такое видим. Okay. So one example in Buddhist text, in Dzogchen text, will explain. Здесь приводится один пример в текстах под Dzogchen. Okay. From our world, when you look at the moon, it says. Там говорится, что когда из нашего мира вы смотрите на Луну, много тысяч лет назад писал. Вот это именно наш мир люди тоже не знают. Земли круг или там лунная система, это все не знают. Понятно? У меня это очень шок. Много лет, тысячи лет назад так написал комментарий. We think that, moon increase, moon became full, moon decrease. мы думаем, что Луна растет, Луна становится полной и Луна убывает. In reality, it says. Там говорится, что в действительности Okay. Moon at the beginning don't increase. Луна с самого начала не растет. In the middle don't become full. В середине она не становится полной. At the end don't decrease. И в конце она не убывает. Okay. But from the perspective of our world, Но с точки зрения нашего мира, because of our world and moon and sun location, и из-за взаимного положения нашего мира, Солнца, Луны, every day looks like moon is increasing, каждый день кажется, что Луна возрастает, became full, становится полной, then decrease. затем убывает. Okay. So this thing exists from the perspective of the people of this world. И такое существует с точки зрения людей, живущих в этом мире. Okay. In reality, moon never increased at all. Но в действительности Луна вообще не растет, Okay. Don't become full. не становится полной, At the end, don't decrease. и в конце не убывает. Okay. In the same way, understand, you at the beginning don't born. И точно так же поймите, что вы с самого начала не рождались. In reality, В действительности. in the middle, you don't become bigger and bigger. В середине вы не становитесь больше и больше. At the end, you don't die. И в конце вы не умираете. But from the worldly perspective, Но с мирской точки зрения, as genetic father, mother born, became bigger, born, you say, I born. поскольку соединение семени отца и матери становится больше, затем рождается, вы говорите, я рождаюсь. Что я рождаюсь? This genetic father, mother is not you. Вот это соединение семени отца и матери, это не вы. Это не вы. As this born, you say, I born. Поскольку это рождается, вы говорите, я рождаюсь. Then when it became bigger and bigger, you say, I became bigger and bigger. Затем, когда это становится больше и больше, вы говорите, я становлюсь больше и больше. From worldly perspective, that's also relatively true, but not ultimate truth. С мирской точки зрения, это также относительно правда, но не является абсолютной правдой. Okay. At the end, when this die, you say, I die. И в конце, когда это умирает, вы говорите, я умираю. In reality, at the beginning, you don't born. Но в действительности, с самого начала вы не рождались. In the middle, don't abide. В середине вы не пребываете. At the end, you don't die. И в конце вы не умираете. This is from the point of ultimate nature. Это с точки зрения абсолютной природы. But don't make conclusion from your roughly understanding. Still, you don't come to understand even very close to, don't even get a one roughly picture of personal view. Но не делайте заключений на основе своего грубого понимания. У вас сейчас нет даже грубого представления о воззрении Прасанги Мадхьями. Okay.
From long distance, if you see mountain, even you see the person among the mountain, that's very great for you. Если с очень большого расстояния вы увидите гору Прасанги-Химадхьямики, то для вас это будет чем-то очень великим. Closer and closer, if you see this mountain, then it's very beautiful. А если вы эту гору будете видеть все ближе и ближе, то это будет прекрасно. Okay. So that's why Heart Sutra says, form is emptiness, emptiness is form. Поэтому в сутре сердца говорится, форма есть пустота, пустота есть форма. This is talking essential person view, self-emptiness. Здесь говорится о сущностном воззрении Прасанги-Химадхьямики, о пустоте от себя. Form itself is empty. Form is empty. Itself is empty of true existence. Форма сама пуста от истинного существования. Not something is empty of form. Form itself is empty of true existence. А не то, чтобы что-то Empty of form. Something is empty of form. что-то пусто в форме. That is the other empty. Это пустота от другого. Heart Sutra says form itself is empty of true В existence. сутре сердца говорится, что форма сама пуста от истинного существования. Yes, okay. So that's where, Chonangpa presentation on the other emptiness is contradicting the Prasangimada view, Поэтому self-emptiness. презентация, которая дается в школе Джанан, пустоте от другого, противоречит воззрению Прасанги-Химадхьямики о пустоте от себя. Mahamudra Dzogchen, when they use some terminology, other emptiness, it's not talking about the ultimate view, it's talking about the conventional, trying to find the technique of the, is a technique to make the mind, technique for the seeing the mind more subtle and subtle. Когда в Махамудре Дзогчене говорится о пустоте от другого, здесь не говорится о конечном воззрении, здесь говорится о техниках, с помощью которых можно сделать своим все сильнее, все тоньше и тоньше. First technique is all other object empty of the mind. Then mind is empty of itself. Первая техника, что все внешние объекты пусты в уме, это пустота от другого. Первое заключение. А второе заключение, здесь говорится о пустоте от себя. Этот ум также не является истинно существующим, он также пуст от истинного существования. And then emptiness of mind is a dharmakaya. Далее, следующее заключение, это пустота ума, это дхармакая. Then this dharmakaya is separate from, dharmakaya is not separate from your mind. И далее, этот дхармакая не отделим, не существует отдельно от вашего ума. At that time, taking the dharmakaya in the path, fourth one. И здесь, в это время, когда говорится о четвертом, говорится о принятии дхармакая на путь. It's not literally saying that your mind is dharmakaya. Здесь не говорится буквально, что ваш ум это дхармакая. Yes, taking the result in the path. So in Yamantaka Tantra, everywhere they're taking the three kaya in the path. Если вы принимаете результат на путь, в тантре Ямантаки, Гухи Самаджи и других говорится о принесении трех кай на путь. It's not when you take the result in the path, not saying that your cause is the result. You are taking the result in the path. Когда вы приносите результат на путь, здесь не говорится о том, что ваша причина это результат, вы просто привносите результат на путь. Then this result, path, cause become result much faster. И тогда причина станет результатом гораздо быстрее. So it's not saying that something that your mind is dharmakaya, your mind is Buddha, not like that. Здесь не говорится буквально, что ваш ум это дхармакая, ваш ум это Будда. Это не так. That's not that. So that's where when you don't understand the teaching in proper context, then you think that you are Buddha, but you don't know you are Buddha. Поэтому, если вы не понимаете учение в правильном контексте, то вы думаете, что вы Будда, но вы не знаете, что вы Будда. Then if you say to other people, I am Buddha, they say you are crazy. That's true, you are crazy. И тогда, если вы скажете your friends and your relatives say, I am Buddha, I am practicing Mahamudra Dzogchen. Своим друзьям, родственникам вы будете говорить, я Будда, я практикую Махамудру Дзогчен, то тогда они скажут, что вы сумасшедший. Правильно? Я тоже скажу, вы Кришна ушли, да? Как Будда, какой Будда, понятно, да? Они видят вам, вы такой простой человек, делись, гнев, вы говорите, я Будда, да? Они говорят, о, что мой брат Кришна ушла, понятно, да?
So you are, in such way, you are pozoring the Buddhism. И таким образом вы позорите буддизм. Yeah, in such way, you are pozoring the precious teaching of Mahamudra and Dzogchen. Таким образом вы позорите драгоценное учение Махамудры и Дзогchen. Mahamudra and Dzogchen is a quintessential practice of Vajrayana. Махамудра и Дзогchen — это сущностные практики Ваджраяны. Yeah, but without bodhicitta, it is empty. Но без бодхичитты они пусты. Без bodhicitta, тогда все, ничего reason нету. That's why I'm saying the root with bodhicitta. If you say one mantra, very meaningful. Поэтому, Without bodhicitta, if you say mantra without renunciation, it's just like an elder gossip. Not only Mahamudra Dzogchen, I'm saying, even reciting mantra. поэтому даже не только в отношении Махамудры и Дзогchen, даже в отношении начитывания мантр, я вам говорю, что если вы с бодхичиттой произнесете хотя бы одну мантру, это будет очень значимо, очень высокие заслуги. А без бодхичитты, без отречения, если вы начитываете мантры, то это как пустословие. Это тоже как просто болтаем, да? Ом мани бе, он там дела, он куда вышла, да? Да, он команд, ом мани бе, он. Это пустование. Okay, that's it, да? So, sometimes looks like I am against something. I am not against anybody, any teaching, anything. Иногда выглядит, что я как будто против чего-то, но я не против кого-то, я не против какого-либо учения. I heard some people say that, oh, Geshe Tenglik is against church practice. Я слышал, что кто-то говорит, Geshe Tenglik против практики чот. Okay. Some people say Geshe Tenglik is against Dzogchen. А кто-то говорит, что Geshe Tenglik против Dzogchen. No, that's not true. I am not against Dzogchen. I am not against church. Это неправда. Я не против Dzogchen, я не против практики чот. I respect all this practice, but I'm saying such a not right understanding of practice. I'm saying that's wrong. Я уважаю все эти практики, но я говорю, что вот такое неверное представление этих практик это ошибка. Ошибка. Sometimes people emphasize on melody. Then drunk. This is useless. Иногда люди делают практику чот, делая основной упор на мелодию, поют, но это бесполезно. Every week change the intonation. This is not right. Now this is right. It's waste of time. Каждую неделю меняя мелодию, интонацию, говоря, что вот это неправильно, а вот это правильно. Как something like this is something to do with the two emptiness or bodhicitta, you know. Как будто это имеет отношение к теории пустоты или к бодхичитте. High intonation, low intonation. What's wrong? Высокие ноты вы берете или низкие ноты. Какой раз? Самегалон this. Chub means cutting. You have cut attachment to this life. Что-то означает отсечение, вам необходимо отсечь привязанность к этой жизни. Thus way stay in the symmetry. И для этого практикующие чот делают практику на кладбище. To remind that one day we will die. This is our permanent address. Чтобы помнить, что однажды мы все умрем и что кладбище это наш постоянный адрес. Before invitation, stay near the kладбище that I will soon coming here. Еще до приглашения они находятся рядом с кладбищем и говорят, я готовлюсь к тому, чтобы скоро сюда приехать. Чтобы себе напомнить, что здесь наш постоянный адрес. Это правда. Это эффективно. Ясно, да? Now, melody, if you sing according to the melody of Dakini, it has some influence of your emotion, but that is not most important. А в отношении мелодии, если вы используете ту мелодию, которую использует Дакини, то это повлияет на ваши эмоции, но это не самое главное. Ясно, да? You have enough emotion. You don't need some melody to make you emotional. У вас достаточно эмоций, вам не нужна мелодия, чтобы сделать себя эмоциональным. Ясно, да? Maybe people who are very dry, then intonation a little bit useful. People who are high emotional, why you need some melody for making emotion? Может быть, для очень сухих людей полезна вот эта мелодия чот, чтобы сделать их более эмоциональными. А если людей так переполняют эмоции, то melody make them even more high. Из-за мелодии эмоций станет еще больше. Buddhism, some emotion good, but too emotional also not right. В буддизме говорится, что некоторые эмоции это хорошо, но слишком много эмоций это тоже неправильно. Because if you have too much emotion, you don't see the truth. Потому что если вы слишком эмоциональны, то вы не видите истину. Да?
then you became Buddhist like a fanatic Buddhist. Тогда вы становитесь буддистом таким фанатичным буддистом. Ясно, да? Поэтому я всегда вам говорю, слишком эмоций не надо. Понятно, да? Никогда не говорю, я буддист, шапку буддист одеваю, мы буддист, или мы гилупа. Я это не хочу. Понятно, да? Я что хочу? Я хочу, вы человек ищет истину. Не шапка буддизм, это учение, которое будет, это правильно, в себе держать, как universal knowledge. Это как универсальное знание. Понятно, да? Talk to people in a common language, so that everybody can understand. Говорите с людьми на общем языке, чтобы понять могли все. Тогда вы помогаете родственникам. Так неправильно, потому что так и так, не потому что будто так сказал, сразу закрыть его глаза. Понятно, да? А такой эмоции неправильно, потому что эта эмоция вам принесет такой эмоции, эта эмоция начала вам вредит. Потом другие люди посмотрят, они посмотрят, да, это правильно. Если вы такой мысли думаете, вам будут такой эмоции. Эта эмоция, смотрит, вам начало дает дорогу ума. Второй, другие люди счастливы получают. Поэтому это дорога образ мысли. Любой человек будет согласен. Ясно, да? This approach I want. I want you to become, healthy, very common sense spiritual practitioner, not something like a dogmatic spiritual practitioner. Я хочу, чтобы был такой подход, чтобы вы в своем подходе основывались на здравом смысле, а не были такими догматичными практикующими. Ясно, да? So, хорошо? Ясно, да? So that's why I am always removing shower from your head. You are always wearing shower. So I'm tired of removing your shower. Я все время снимаю шапку с вашей головы, а вы постоянно одеваете эту шапку. И я устал уже снимать эту вашу шапку. So don't wear any shower. This is my advice to you. Так, не носите никаких шапок, это мой для вас совет. From beginning until now, we are wearing so many shapa. What shapa you didn't wear it? С начальных времен и по сей день мы уже носили огромное множество различных шапок. Какую только шапку мы не носили. Если вы посмотрите в прошлом, да, вы индусские шапки одевал, исламские шапки одевал, христианские, буддийские. Какой шапка не одевал, понятно, да? Но ум не открыл, поэтому сансара продолжает. Какой шапку не одевал, все лицо закрывало, что не делали, понятно, да? In your previous life, you have done everything, but don't discovering to your mind, still you are caught in samsara. В предыдущих жизнях вы делали все, но до сих пор не открыли для себя свой ум, и поэтому продолжаете обращаться в сансару. So now it's time to remove the shapka and discover the ultimate nature of your mind. А сейчас пришло время снять шапку и открыть абсолютную природу своего ума. So subdue your mind, you will advance. Так, укроти свой ум, и ты продвинешься. Discover yourself, you will liberate. Открой себя, и ты освободишься. Don't attach to any philosophy school. Try to discover the ultimate nature of yourself. Не привязывайся ни к какой философской школе, старайся открыть абсолютную природу самого себя. If you feel that Chittamatra view is more close to you, at the moment, think from Chittamatra philosophy view. Don't think that it's low, person is very high, I should think person not right. Если вы чувствуете, что в настоящий момент вам ближе воззрение Читтаматры, то используйте воззрение Читтаматры, не думайте, что это что-то очень низкое, а Прасангика Мадхьямика это что-то очень высокое. Так не думай. Читтаматра воззрение тоже очень интересно. Ясно, да? Если это близко вам, вы это воззрение, но неприятно. Это можно, не абсолютно. Но пока мой ум подходит это. Потом анализ, да. Дальше они чуть-чуть не подходят. Сейчас Мадхьямага воззрение. Дальше Мадхьямага воззрение еще интересно. Потом вам буду, you will find that Prasangika Madhyamika, beyond it there's no any view. This is a really final view. После этого вы откроете, что выше Прасангики Мадхьямики нет никакого воззрения, что Прасангика Мадхьямика это действительно конечное воззрение. Ясно, да? If somebody tell me, Mahamudra and Dzogchen is a higher than Prasangika view, then I will not become allergic to Mahamudra and Dzogchen. Если кто-то мне скажет, что воззрение Махамудры и Дзогчен выше, чем воззрение Прасангики Мадхьямики,
then I will be allergic. то тогда я почувствую аллергию. Махамудры Дзогчен. Махамудры Дзогчен. Понятно, да? Ясно, да? Потому что я знаю, воззрение Прасанги Мадхьямика – это невероятное воззрение. It's a final view of Buddha. Это конечное воззрение Будды. Понятно, да? And Mahamudra and Dzogchen, they don't explain any detail about the true emptiness. So how you can be sick beyond emptiness, Prasanga Madhyamika? В Махамудре Дзогчене не объясняется подробно воззрение о пустоте, поэтому как вы можете сказать, что воззрение Махамудры Дзогчена превосходит воззрение Прасанги Мадхьямики? Ясно, да? Okay. So, ясно, да? So that's why, if you look at the text of the Mahamudra Dzogchen, very small text. Поэтому если вы посмотрите на коренные тексты по Махамудре Дзогчену, это маленький текст. Маленький текст, да? Ясно, да? Okay. So that's why this malenki text, why it became profound? Because it is based on the view of Prasanga Madhyamika, based on bodhicitta, based on renunciation, which explained in the text. That's why it has become quite essence. А почему эти маленькие тексты глубинны? Потому что они основываются в своем воззрении на воззрении Прасангики Мадхьямики, на бодхичиту, мотивация бодхичита, а основа это отречение. So, Mahamudra Dzogchen basis as a renunciation, motivation bodhicitta, view, Prasanga Madhyamika view. Then these small texts became very profound. И так в Махамудре Дзогчене основа это отречение, 4 благородные истины, в отношении мотивации это бодхичита, а воззрение это воззрение Прасангики Мадхьямики, и так эти тексты становятся очень глубинными. Эти тонкие тексты становятся очень глубинными. Because in this text explain combination of these three principles as a path, how to use the most subtle mind directly cognitive emptiness. Потому что в этих небольших текстах говорится о комбинации 3 основ пути и как с помощью этого наитончайшего ума, ясного света, напрямую познать пустоту. Поэтому это очень глубинное учение. So that's why many texts says that the richness of the tantra comes from sutra. И поэтому многие тексты, во многих текстах говорится, что богатство тантры возникает из сутры. Like a butter come from the milk. Так же как масло возникает из молока. Without milk there is no masla. Без молока нет масла. Without sutra there is no tantra. И без сутры нет тантры. Quintessence of sutra condensed together then became Vajrayana. Квинтэссенция сутр, когда они соединены вместе, становится ваджраяной. До свидания. Time is ready. Так, время закончилось.